Друзья, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня воскресенье, 12 часов ровно. Сейчас мы берем эту шашку, ставим вот так, держим отсюда обязательно. Смотрите, обязательно ставим вот так. Когда вы его снимаете, не надо поднимать с этой стороны, либо с этой стороны. Обязательно поднимайте с центра вот так, а то иначе она может сломаться. Тут магниты обязательно специально делают слабыми, дабы когда вы будете поднимать таким образом, чтобы она ломалась. Поэтому надо всегда поднимать с центра. Все, мы поставили шашку. Будем работать теперь. Без шашки нам нельзя. Чисто чтобы принимать заказы от борта, потому что у нас нет никаких наклеек. Поэтому мы ставим обязательно чашку. Кстати, в Бишкек Петролиум я заправился. Я всегда здесь заправлялся. И газ, и бензин. На 500 сомов ровно 13 литров бензина. Ровно 13 литров. Это получается по 38,50. Да, бензин с каждым днем дорожает. Все дорожает, кроме тарифа. Кроме для водителей все дорожает. Продукты питания, все остальное, вещи, не вещи, ну все дорожает, кроме поездки в такси. Первым делом открываем Яндекс и смотрим, что там у нас происходит по Яндексу. Выбираем таксопарк. Все у нас включилось. Давайте мы тут посмотрим. Видите, я почти не каждый день работаю. Даже когда я работаю по 5, по 6, по 9 заказов делаю. Вообще тут вообще один заказ выполнял. 14, вот только начинаем. Время ровно 12 часов. Так, я должен тут, чтобы получить мне 1201 сом, я должен до 15 февраля выполнить 30 заказов. А я выполнил всего лишь 21. Я очень слабо работаю. Просто времени нету, поэтому сейчас мы постараемся сегодня выполнить эти 9 заказов, дабы получить этот бонус 1201 сомов. Почему-то у меня, оказывается, темный режим. Включаем на дневной. Авто сделаем, пускай она будет поярче. Все. И обязательно открываем Ого-го, наш местный. Включаем и история заказов. Смотрим. С Джала висит один заказ. Все. Ждем заказ теперь. Чем он занимался? Первый заказ поступила. Подача 200 метров. С первым заказом поедем до Исанова 33. Исанова Московская. Заказ поступил с Киевская от Рузбекова. С Исма. Тут что главное, я выполнил всего лишь 9 заказов, поэтому дальний, ближний, без разницы. Лишь бы выполнить эти 9 заказов и получить бонус. Сумма поездки составила 100 сомов. Ожидание 23 минуты, это 47 сомов. Но мне дали 150, так как я привез ребенка. Заходил в школу, забирал его, поэтому мне доплатили еще 50 сомов. В итоге получилось 150 сомов. И тут встает вопрос, куда же поехать, по Исанова вниз или по Исанова вверх. Лучше ехать по Исанова вверх, где Бакамбаева, Чуйкова. Там тоже очень много заказов, но там в основном заказ на комфорт. Скорее всего, на эконом тоже там много заказов. Будем надеяться. Сейчас будем подниматься потихоньку до Чуйкова по Исанова. Как я и говорил, с Чуйкова поступил заказ. С Чуйкова Койонкозуа. Чуйкова 136. Нажимаем на месте. Пассажир написал: здравствуйте, по Токтагула. В смысле по Токтагула? Я вообще-то на Чуйкова. Сейчас позвоним и спросим, почему написали по Токтагула. Сейчас этот заказ должен отмениться, потому что пассажир с Токтагула должен был приехать сюда. Звонит и говорит: мы ставим на Токтагула. Нет, надо с Токтагула, это наоборот, говорит. Я говорю: все правильно, если наоборот, так наоборот, но заказ поступил с Чуйкова. Что поделать? Попросил отменить, и чтобы они заново перезаказали.
Вот что написал пассажир. Здравствуйте, под Токтогула, не доезжай до Калага Киева. Ну, это примерно возле Народного они стоят и заказали. Но заказ-то поступил с Чуйкова. Чуйкова 36. Поступил другой заказ с Манаса 7, это Бакамбаева Манаса. Сейчас мы быстренько туда подъедем. Как я уже говорил, заказы не важны. Короткие заказы, длинные заказы. Для меня на сегодня важно выполнить 9 заказов. И все. Какая сумма составит эти 9 заказов? Неважно. Самое главное выполнить эти 9 заказов и получить бонус в размере 1201 сом. Сумма поездки составила 103 сома. Так, осталось еще нам 7 заказов выполнить. Не успел уехать со Славянского бульвара, поступил заказ. Знаете что? Это тот же пассажир. Сразу решил заново перезаказать. Привез я этого пассажира обратно на Бакамбаева. Но на светофоре, когда сидели на красном, пассажир выскочил, не доехав до Бакамбаева. Спросил, успею выйти? Я сказал, да, ну хорошо. И выскочил на Московской. Все, а мы все равно поворачиваем на Бакамбаева. Смысла нету в сторону Азиамола ехать. Ждем заказ. На Бакамбаева, Турузбекова, Умиталиева, Московская, Токтогула. С этих улиц тоже очень много заказов бывает. В основном на эконом. Взял 4-й заказ с Токтогула, Турузбекова. Делаем на месте. Поедем на Мичурина. Нормально, там тоже много заказов. Это ниже Джибекчолу, если кто не знает. Выполнил я следующий заказ на сумму 78. Мне дали 100 сомов. Выполнил общий, получается, 4 заказа. Значит, мне надо еще выполнить 5 заказов. До гарантии. Да, вот. Еще 5 заказов надо выполнить. И мы получим бонус. Взял следующий заказ с Фрунзе. Сейчас я вам адрес скажу. 457. Подача 400, то ли 300 метров было. Все, едем на заказ. Сумма поездки составила 70 сомов. Мы приехали на Тыныстаново линейное, получается. Нам еще осталось 4 заказа выполнить. И все на этом. Висят заказы по Ого-го. Но далеко от меня. Льва Толстого, на Юнусалиева, Интергельпо, на Исанова и Сарыөзен рынок. Но Яндекс мне не дает заказы. Я выполнил всего лишь 5 заказов. Ну а мне надо выполнить 9 сегодня. Еще 4 заказа до 12 ночи я должен выполнить. Надеюсь, успею. И Яндекс даст мне заказ, чтобы получить бонус. Еле как получил заказ на сумму 87 сомов. Приехали на Элибаева Медерова с Токтогула, с медцентра Юрфа, получается. Сейчас по Элибаева поднимаюсь на Скрябина. Там есть баня. Баня Байтур, да, по-моему. Афродита, не Афродита. В общем, бани много. Заказов оттуда бывает очень много. Поэтому еду в сторону бани. Проезжаем все эти бани, не бани. Потому что мы взяли заказ с Жукеева Медерова, с Глобуса. Все вы знаете, вот он, Жукеева уже передо мной. Смотрим. Ну что, пропускать будете? Нет? Хотя и так машин нет. Все. Мы подъезжаем к заказу уже. Вот он, с левой стороны от меня Глобус. А по Жукеево дороги плохие, все вы знаете. Все. Заезжаем в Глобус. Заранее с первого же поворота сразу заехал. А то там дороги плохие. Все, нажимаем на месте. И смотрим куда. Поедем по указанию. Оплата наличными. Это хорошо.
Выполнил я этот заказ на сумму 130 сомов. Приехали в сторону Нижняя Аларча. Но у меня здесь был цепочкой заказ. Но его, видимо, пока я завершал заказ, отменили. Пассажиры, видимо, не дождались то, что я на заказе. И отменили. А так здесь был заказ. Я выполнил, получается, 7 заказов. Еще мне надо 2 заказа выполнить. И все на этом. Взял 8-й заказ. Старузбекова, Ленинградская. Касыма Баялинова 140. Это прямо на пересечении. Еще один заказ. И на сегодня завершаем работу. Забыл заснять видео. Сумма поездки составила 93 сома. 8-й заказ был. Сейчас сделаем 9-й заказ. И все на этом. Все, еще один заказ. Знаете, как мы сделаем? Давайте уйдем с линии. Сделаем домой. А дома у меня уже аэропорт Манас. Давайте. Ну, мало ли в аэропорт заказ упадет. Или просто в этом направлении, в сторону центра. Нам нужен один заказ всего лишь. И все. И тут же мы получаем 9-й заказ по Джамамбаева. Как раз я с Айни ехал так, по Душанбинке в сторону Ахумбаева. Тут же нам поступил заказ. Открываем навигатор. Смотрим, почти подъехали. Все. На этом сегодняшняя рабочая смена подходит к концу. Сейчас после этого заказа посмотрим, сколько я заработал, сколько не получилось заработать. Что да как вообще в целом, какой процент. Сейчас я вам покажу после этого заказа. Знаете что? Последний заказ у меня безналичная получилась. Вот это мне не надо было. И так у меня баланс есть. 784 сома плюс 1200 бонус будет. И плюс этот. Да, не нужно было мне этот безнал. Но с безналичным, вот если у вас возник вопрос, откуда взять этот бонус, скорее всего, Яндекс вам перечислит на ваш таксометр. А вы его сможете снять только через свой таксопарк. Скорее всего, вот так. Сейчас, как я получу гарантированный доход, то есть бонус, я вам подскажу и расскажу, как я его получил. Поэтому досмотрите это видео до конца. Ну все, выполнил я этот заказ на сумму 90 сомов. Приехали мы на Чуйсану. Этот заказ мы закрываем. Все, завершаем кнопку домой тоже. И смотрим. Так, где надо было смотреть-то? Сейчас я маневр завершу. Так, и вместе посмотрим сейчас. Блин, такие медленные водители. Так, все. Где это смотрелся? До гарантии. Все, я выполнил 30 заказов из 30. Будем ждать, когда теперь поступят эти деньги. 90 сомов поступили с этого заказа, получается. Так, давайте вот так сделаем. Все, 862 сома мои есть на данный момент. Посмотрим, сколько в течение какого времени этот бонус поступит. Так, ну-ка давайте еще раз. Так, до 15 февраля включительно, ежедневно с 7 до 12 ночи. Начислится по гарантии. Нет, это не тот. Этот же бонус получается, да? Скорее всего, в 12 часов ночи она поступит. Наверное, скорее всего. Так, сегодняшний, давайте результат посмотрим. Выполнил я 9 заказов на сумму 851 сомов. Комиссия Яндекса составила 12%, это 102 сома. Комиссия парка 1,5%, это 13 сомов. Пробег по Яндексу составила 43. Время 6:42, я выходил в 12. Час потерял времени. Ну, получается, я 6 часов работал, выполнил за 6 часов 9 заказов. Очень слабо, да. Сегодня воскресенье было очень слабо. В следующем видео, скорее всего, я уже покажу, каким образом мне поступили этот бонус. Кстати, сегодня воскресенье, 14 февраля
Ночью, я думаю, заказов сегодня будет очень много. Сегодня ведь День Святого Валентина. Кто это такой? Что за Валентин? Почему его день? В честь его назвались День влюбленных. Почему он святой? Вот это всего я не знаю и знать не хочу. Поэтому лично для меня, как вы все знаете, я женатый. Для нас каждый день День влюбленных. Поэтому по шариату я стараюсь каждый день радовать свою жену, своих детей, своих родителей, кого я люблю. И мне не обязательно ждать 14 февраля, чтобы их обрадовать. А другие пускай отмечают День Святого Валентина. Сами додумайтесь, Святой Валентин, кто это такой и почему в честь него вы празднуете. Все, всем ассаламу алейкум еще раз.